Всем добрый день. Ну все, Леху оставили в Нерюнгри. Сами выезжаем, с него заправились. Леха здесь останется. Поехал он в этот Volvo центр ставится. Машину в понедельник, сказали, примут. А мы едем дальше. Всем приятного просмотра. Мы спускаемся к Нагорному потихонечку. Посмотрим, что там, как дорога. Время у нас 4 час. Едем мы на Хабаровск. Погрузка во вторник. Будем во вторник грузиться. Груз легкий. Там может 5-7 тонн будет. Объемный только. Здесь вот налево уходишь, если на станцию уйти. Там есть дорога, чтобы обойти этот перевал. Якут. А? Но там ее нету сейчас. Ну, она раньше там была. Она и сейчас есть, в принципе. Но она такая, если полностью перевал уже забьют, что там невозможно будет где-то проехать, то на одиночке можно по туда проехать через эту станцию. Там по речке, под мостом там проезжаешь. А так не проедешь. Там тягач один раз поехал, застрял. Он вместе с одиночками поехал и застрял там. Одиночки-то проскочили, а он не смог. Лехи залез в машину, у него эта вся торпеда ходуном не ходит, все прикручено как на своих местах, ничего не трещит, не дребезжит. Вот. А на этой машине старые хозяева все эти крепления все поразбили, все пооторвали там. Ничего, я на разборке узнавал, 6000 каркас стоит. И вот это весь пластик там на 1000, ну, может 1015-20 выйдет весь этот пластик взять. Но пока нет в наличии. У Лехи такая же вот машина, как у меня, только бабочка. У меня рев, у него бабочка. Вот, а так остальное все одинаковое. Ну не, зеркала у него лежат такие же, как у меня. Да. Спереди у него там что-то где-то вискомуфта, шкив какой-то захрустело, затрещало там у него. Поэтому остался он в Нерюнгри. Ну и с топливной системой у него, скорее всего, клапан обратки. Из-за клапана моросит топливо. Вот. В принципе, дорога нормальная со стороны Нерюнгри, но со стороны Нагорного подниматься можно спокойно. Едем не спеша, поднимаемся. А, Леха еще показал мне, как поднимать ленивца, как на Европе, чтобы он
этот прилипал наверх. Кто не знал, на таких вот японских Вольвах, на одиночках ленивец не поднимается. Он двухскатный ленивец. И они запрограммированы так, что они просто освобождаются там. 30-70% воздуха просто с ленивца уходит. И все. А подниматься он не поднимается. И вот Леха показал, как сделать там. 500 рублей надо всего лишь, чтобы сделать, чтобы он поднимался. 500 рублей? Ну? Купить скотч. Нет, там не скотч, там кран, да шланг надо и все. Ну и штуцер, переходник. Все, больше там ничего не надо. Там выйдет рублей на 500, ну на 1000 максимум. Сейчас в Хабаровск приедем, хочу это сделать. Пойдем в торговый центр. А? Пойдем в торговый центр. Пойдем. Ты это делаешь? Не-не, я делаю, ты что, сразу приеду буду делать? Нет? Давай эту свою фирменную. Как ты там тогда сказал, когда мы где ехали-то? В Воронеже или в Ростове, где мы ехали? Или Сталин? А? Ты тоже в Москве? Или в Москве, Подмосковье. На этой машине я объехал всю Россию. Не был только в Магадане, по северу это Нижневартовск, там в тех вот краях. Не был я, где я еще не был. И вот максимум я доехал до Хабаровска. Все, во Владивостоке я ни разу не был. Уссурийск, Владивосток. Хотя отец покупал эту машину там. А я уже в Якутске ждал его. Я улетал с Улан-Удэ на самолете до Якутска. Вещи собирал там. Вот. Где я еще не был? Где мы еще не были? Ну, в принципе, от Улан-Удэ до Москвы мы были. От Улан-Удэ, от Якутска до Ростова, до Таганрога были. А? Крым, в Крыму были. В Сочи я ездил, с Москвы я грузился на Сочи. Больше туда никогда в жизни не поеду. Мне хватило этой дороги. У меня руки уставали крутить этот руль, эти 100 километров ехать. О, улетел, трал. Как на крыше? Не знаю. Только что улетел. Только-только? Но. Чем ты хочешь? А ты ничем им не поможешь. Ура, у него телефон-то. Это планшет. Сидит бедненький. Север ошибок не прощает. Вот без понятия, как он мог... Может, у него тормоза отказали, я не знаю. Ну, как бы тут не крутые повороты, мы сейчас уже проехали. Здесь не такой крутой был. Здесь и скорость-то ты едешь. Ладно, мы на одиночке сейчас пустые едем, там 50-60. Ну, на трале, я не знаю, со спуска. Ну, что-то случилось, у него, может, с тормозами что-то случилось. Либо, знаешь, что может быть, когда цепляешь бровку, все, ты уже ничего не сделаешь. А? Бровку, вот, обочину. Ты ее когда цепляешь, все, ты уже с машины ничего не делаешь, ее просто тянет туда. Скорее всего, он кого-то пропускал, прижался, но прижался очень сильно. И его стащило просто туда. Потому что не видно, чтобы он тормозил и что-то. Он ехал просто медленно. И вот зацепил обочину, и вот его туда просто стянуло. Так, вес у него так большой. Поэтому его туда стащило. Теперь он должен туда его вытащить. Ну да, может кто на бульдозере будет ехать.
бульдозер может утащить будет. Самосвал. Самосвал не вытащит, скорее всего. Если 6х6 самосвалы, 2 штуки вытащат. А мы? Нет, ты чё? Блин, надо было попросить, может, помочь. Да он только-только вот свалился. Америка аккуратно, там дальше на повороте трал ушел в обочину. Привет. Он без рации. Ну да, он зацепил бровку и просто... Снег под колесом, наверное, провалился и все, его просто стащило. Как мы машину-то ничего не повредил. Там ничего такого страшного, что он там разбил что-то, ничего не будет, там просто снег. Главное, чтобы его теперь вытащили, вот это вот самая проблема. Сколько эта труба, которую он везет, или что, это цистерна, сколько она весит, неизвестно. Ее отцепить, Не, ее вытащу, да, сначала ее. это кран надо. Да. Просто так взять. Ну, потянут они ее, а потом они ее как тебе поставят. Посмотри, какое. Отожралась еще. Ну, начинаю спускаться с якута. Ну, здесь скользко. Сильно-то не прижимайся. Да не, видишь, у нас правый руль, поэтому мне привычнее на правом руле ехать. Вот я вижу, сколько можно прижаться, и вот я и прижимаюсь. А вот на левом руле, видишь, там не видно, сколько там можно прижаться. Хотя, ну, габариты же ты чувствуешь машины. А вот видишь, его подвели. Чуйка. Ну, как бы осуждать, обговаривать, это обсуждать. Никто никогда не любит. Типа каждый может остаться в такой... попасть в такую ситуацию. А? Ты что, какашка? Да. Перезрел, перешел. Ну, воды. Главное, чтобы у него сейчас машина... Ну, хотя на улице... На улице минус 10, минус 13. Нормально. КамАЗ скушал. Не. Я говорю, либо самосвалы 6х6 с цепями могут вытащить, либо это... А? Либо бульдозер, грейдер, экскаватор может вытащить. Мы разогнались очень сильно со спуска. Потихоньку. Ну, чтобы проехать весь этот перевал Якут, потом ну, там дальше и на границу выехать, это времени занимает там минут 25. Вот сейчас сравним, сколько это видео будет идти. 25, ну 30 минут. Чтобы просто так проехать. А может и ты здесь прилипнуть на весь день.
завалило опять. Но это, скорее всего, задом кто-то сдавал. И ушел. Что не висит? Нет, чисто. И вообще чистый. Сейчас это вот все таять начнет. Начнется гололед. Вот тогда, да, вот тогда начнется задница. Вот этот кусок асфальта я вообще не понимаю, зачем его положили. Ну так ложили бы тогда уже до конца. Денег было, столько было. Сколько денег выделили, да? Там каждый наворовался, что стало, то и положили. А вон этот песок добывает. Ну, камушки, вон, видишь? Там. Поэтому Якут всегда посыпанный. Они вот здесь загрузились, поехали, тоже сразу его посыпали. До Невера нам 273 километра осталось. Но до Невера мы не будем доезжать. Ну, Невер дальше, а мы на развилке уйдем на Хабаровск. А от развилки нам на Хабаровск 1100 километров. Там скользко справа. Но. Тоже якутянин. Регион. Сладика возит. Вот зимой здесь вообще право ехать. Едешь, а? Ну и видишь, едешь 60 километров, 50. Вообще нормально. Вот летом здесь вообще карабкаешься там 5-10 километров в час. Дороги нет. Вообще, она просто... Если грейдер не прошел, еще дожди прошли, это все вообще хана. Благо, хоть там после Лапри, там вот едешь до Тынды, там хоть везде асфальт положили, раньше там тоже гравийка была. Постоянно там с колесами мужики мучились. Ну и вот после Нюрки вот в сторону Алдана. Перед Хатыми. Там вот тоже гравийка это была. В том году Тит весь раскопали, еще дожди прошли, ё-моё. Когда там, помнишь, я рассказывал еще, когда кыргызы один бак пробил, у другого что-то с этим, с осью на прицепе случилось. Третий поддон пробил. Ой, там вообще коллапс такой был. Потом после этого грейдер сразу прошел. Хотя грейдер копал же, вот на грейдер, вот там что-то, или бульдозер прошел, или... Хотя вот грейдер, вот, либо бульдозер, вот они прям вот копают и смотрят. Как фуры вот едут, застревают там. А просто вот по-человечески выехать, толкнуть там эту горсть земли, чтобы дорога нормальная была. Не было. Пока им не приказали, чтобы они сделали там дорогу, ничего не было. Никаких взаимодействий вообще.
так раз и туда вот так вдоль сопки. Да, вся торпеда вообще ходуном ходит, все бремчит, все стучит. Вот жду, когда на разборку сейчас сказали, скоро приедет на разбор с Японии Volvo. Такая же, как у меня, правый руль. Будем оттуда разбор. Будем забирать оттуда приборную панель полностью. Ну, без электроники, конечно. Весь пластик. Чтобы она все на болтиках, на гаечках, как на заводских, держалась. Чтобы ничего нигде здесь не шумело, не гремело. Сейчас Неринг заправлялся, подписчик подошел. Говорит, ты же, говорит, на YouTube снимаешь. Я говорю, ну, я. Ну, так поговорили. Он на Америке, говорит, ездит. Даже не ожидал, что сколько там, 240 подписчиков, даже кто-то узнает, кто-то подойдет. Непривычно было. Он еще говорит, здорово. Я говорю, ну, здорово. Смотрю на лицо, вроде незнакомое лицо. Все, он говорит, ты же, говорит, на YouTube снимаешь. Я говорю, ну... Надо привыкать к этому. Все, блогерская жизнь легкая. Это Володя должен был выезжать с Приморья, не знаю, надо ему написать, спросить. На Якутск он поехал, либо поехал на запад. Все, на асфальт выехали, начинается Амурская область. Саха-Сире. Якутия. Первый раз днем мы проезжаем. Да? Сейчас спускаемся, едем до Лаврей. Здесь нам что-то совсем немного осталось до Тынды, километров 80, что ли. Время у нас на 4:30. Посмотрим, до куда мы сегодня доедем. На Хабаровск я ходил, из Хабаровска на Якутск я ходил раза 2, наверное. Ну да, 2 раза я ездил. Все, больше я там вообще не ездил. Так что не помню уже дорогу. Знаю, что в Новобурейске пост страшный, все его боятся. Кто едет с перегрузом, кто едет еще с чем-нибудь, какими-нибудь проблемами. Ну там злые инспектора. Все еще, кто с перегрузом едет, вечером проезжают. Ну, посмотрим, что. Самому уже сам забыл. Вот только Новобурейске знаю. Архара, что-то там. Где там что, толком дорогу-то и не знаю. Ну, будем ехать. Проезжаем речку Лапри. Сейчас будет подъем.
как ставить? Уташут же. По-любому кто-нибудь уташит. Да? Утащит, говорю, кто-нибудь. Ну, а вот здесь уже кучки сыпят. За ним поднимались на горный. Так, за ним пока и едем. Рассказать, показать-то нечего пока. В Тынду надо заехать, сейчас заправиться. И ехать дальше. Все. В принципе, тут перевалы все закончились. Таких перевалов больше уже не будет. Обещали снег, что-то здесь что-то снега-то и нету. На следующей неделе, может, выпадет. Вот обратно будем ехать. Посмотрим. Я буду с Хабаровска 11 числа выезжать. Брат будет с Улан-Удэ выезжать 13 числа. Я обратно поеду на Хабаровск. И где-то мы по пути с ним встретимся. Дела. Вот эта вот дорога. Рекомендуемая скорость 50. Чуть-чуть гравийки. Потом начнется вот это асфальт. Как на этом. Как на поезде. В этом году вроде как его должны сделать, этот асфальт. Но это не точно, конечно. Раз там асфальт чуть дальше положили, значит и это должны сделать. Знак же стоят. Знаки поставили. Посмотрим.
ровно асфальт. Но на самом деле не очень. Вот. Ладно, в Тенде буду, включусь. Там заправляться будем. Может, что интересное произойдет по дороге. Заправляемся. 7627. Всем доброе утро. Мы перед Шимановском. Тут 10 километров осталось. Вот там он. Мы выезжаем. Продолжение пути Якутск-Хабаровск. Всем приятного просмотра. Всем приятного аппетита, кто кушает. Мы проезжаем Шимановск от ворот. Такая вот здесь вот развилочка. Катимся потихоньку. Перевалов никаких нету, дорога прямая. Ну, асфальт где-то нормальный, где-то вот, ну, такой более-менее. Дорожка хорошая. До Хабаровска нам 799 километров. До Циолковского 43, там перед Циолковским ДАФ стоит. Дима. Мне Володя написал, если сможешь, говорит, остановись, помоги ему. Не может открутить ступицу. Такие вот дела. Остановимся, поможем открутить ступицу. Ситуация такая. Подъехал я к Олегу. 100-500 крутили гайку. Резьбе только. На СТО ему резьбу загубили. Не можем открутить вот эту вот гайку. На суппорте. Нужен ударный ключ. И вот такие вот дела. Я, скорее всего, сейчас поеду до Хабаровска и оттуда возьму ударный ключ, загружусь во вторник и приеду. Помогу Олегу поменять ступицу. И поедем дальше. Не знаю, посмотрим.
Все перепробовали. Ничего не получается. Как-то такие вот дела. Там тоже мужики сломались. С топливом у них проблемы. Ждем. Но мы выехали от Олега, получается, едем. Ключ надо ударный на 27. У нас его не было. Пытались головкой не помогла. С грани там срывает, надо ударный ключ. Блядь, всяко разно пробовали, короче, никак не получалось. Вот он купил, получается, ему ступицу без диска отправили. Сейчас он купил диск и и ударный ключ ему тоже отправили. Завтра, в понедельник, должен приехать. Он попробует открутить, снять. Получится, не получится. А это река Зея. Приезжаем. И я с Хабаровска буду во вторник выезжать. Я тоже себе у меня трещотка есть большая, вороток такой большой. И на 27 надо головку. Тоже куплю. А? Какой интересный. Едем через эту Зею. Осталось нам где-то 600, наверное. У меня маленький кабина был. 600 примерно нам осталось. Катимся. Проехали Новобурейск. Осталось нам 400 километров. 480, по-моему, 450. Едем дальше. Это Стелла, Москва, Владивосток. Все стоят. Никто не едет. Поедет. Москва, Владивосток. Едем дальше. По темноте снимать нечего.